Промышленность – одна из основных отраслей в плане экономического развития региона. В республике активно развивается производство пищевой продукции, строительных материалов, зарождается легкая и радиоэлектронная промышленность, металлургия. На сегодняшний день объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере промышленности составил чуть больше 7 миллиардов рублей. 2, 1. На этой неделе состоялась торжественная церемония открытия второй очереди завода по изготовлению алюминиевых профилей «Риак». Предприятие расположилось в промзоне Аль-Юрта. Офисные перегородки, фасадные системы, алюминиевый профиль под мебель и окна. И это далеко не полный список продукции, который будет выпускать завод. Производственная мощность 300 тонн профилей в месяц. В смену же здесь производят до 6 тонн готовой продукции. Объект построен по госпрограмме развития Северокавказского федерального округа. У нас есть и крупные предприятия, но вот именно такие, я считаю, это будущее наше, потому что они позволяют в первую очередь в малых городах и селах создать рабочие места. Они реально формируют новые статьи доходов бюджета и, самое главное, создают новые качества жизни для людей, которые живут на этой земле. Стоимость предприятия больше 400 миллионов. На заводе планируется трудоустроить до 150 рабочих. И это не считая назранского предприятия, где задействовано 80 человек. На предприятии будут выпускать свыше 1000 разновидностей алюминиевого профиля. Завод уже поставляет продукцию в Москву, Подмосковье, регионы Сибири и СКФО. Предприятие готово изготовить профили различного типа и в любом количестве по желанию заказчика. Уже наработано, есть определенная ниша, которую мы уже имеем на рынке. И я думаю, уже кадровый потенциал подготовлен. И в дальнейшем нам результат будет очень положительный. В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики» запущен также завод железобетонных изделий мощностью 50 тысяч кубических метров в год. Предприятие позволит обеспечить строительными материалами не только местный рынок. Этот объект важен не только для Ингушетии, он важен для всего Северокавказского федерального округа. Поэтому хочу от имени Министерства по делам Северного Кавказа от души поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве этого объекта. А мы будем со своей стороны помогать всячески в решении таких задач. У завода есть будущее. Надо руководству завода максимально сделать так, чтобы с учетом плана ввода завода в строй и выхода на полную мощность жестко этот план отслеживать, контролировать, сопровождать и, естественно, довести до логического конца. В регионе также запущен завод по производству алюминиевых радиаторов. Речь здесь идет об импортозамещении не только в масштабах одного региона, но и страны в целом. Завод по производству отопительных радиаторов построен при поддержке Фонда развития промышленности. Сметная стоимость проекта более 800 миллионов рублей. Производительность чуть больше 3 миллионов секций в год. Продукция, которая будет выходить с предприятия этого завода, будет востребована на строительных площадках, на девелоперских проектах. 120 тысяч изделий в месяц – такова проектная мощность еще одного перспективного предприятия. На швейном объединении «Ингушетия» выпускаются школьная и другая форменная одежда, трикотажные изделия и спецодежда по госзаказу. Здесь не только швеи, не только мастера, не только закройщицы. Здесь будут упаковщики, здесь будут сортировать, здесь будут технологи работать, конструктора, знаете, потом еще, штат большой. Если посчитать и уборщицы, санитарок, и медпункт, все, тут более 1000 мест будет. Может быть, и мехом займемся, потому что оборудование позволяет нам это, мастера есть, почему бы и нет. У нас будет свой бренд, у нас будет свое название. Не только фабрика, этикетка будет под своим названием. В конце 2014 года в Ингушетии заработал завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов. Полимер производит трубы для газа и водоснабжения, канализационные, а также трубы из полимеров для горячего водоснабжения. Гарантия службы таких труб почти полвека. Учитывая, что ассортимент продукции нового производителя достаточно широк, то и спрос на нее весьма высок. Наша продукция реализуется как на территории республики, так и Чеченская республика, Дагестан, Осетия, соответственно, Ставрополь, Краснодар, Ростов. Их перечислить очень много, потому что весь СКФО мы, в принципе, уже обеспечиваем нашу продукцию. А в Малгобеке открылся завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов. На предприятии задействовано только высокотехнологичное производство, поэтому людям останется просто обслуживать машины. В год здесь будут производить 300 тысяч светодиодных светильников и 400 тысяч филаментных ламп. На базе завода скоро будут функционировать сразу несколько цехов по производству стекла, стеклянного порошка, подложек и цех по сборке ламп. Здесь диаграммный уличный, здесь
диаграммные, уличные и промышленные. То есть разные... Вот 5 видов специалистов. Сердало – это свет по-нашему, по-ингушски. Пусть так Очень красивое слово. Пусть так называется. Красиво, по-английски хорошо значение. Все, сердало наше называется. Утвердили. В своем межгодном послании глава Ингушетии сделал особый акцент на развитие промышленности. Юнусбек Евкуров поручил правительству привлечь инвестиции и тем самым в короткие сроки реанимировать и запустить простаивающие промышленные предприятия. Мадина Пугоева, Зарима Евлоева, Хади Добриева и Индира Манкиева. Новости 24.